Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Лицо казанской национальности. Захир Бегиев, татарский Конан-Дойль. Спи безмятежно в могиле, ты для друзей не погас. Неоценимый при жизни, ныне ты дорог для нас. Габдулла Тухай. Захир Бегиев, Мухаммад Захир Ярулла уллы Бегиев, удивительный писатель. Его смело можно назвать родоначальником татарской светской литературы, причем литературы детективной. Первый его роман «Маннар яки гузаль кыз Хадича», «Алюф» или «Красавица Хадича» о сыщике Шубине был напечатан в Казани в 1887 году, за год до издания легендарного Шерлока Холмса Конан-Дойля, заметим в скобках. И вот что еще поражает. Автору в ту пору было всего 17 лет. Впрочем, точная дата его рождения неизвестна. Она восстановлена по косвенным свидетельствам самого Захира Бегиева и его младшего брата 1873 года рождения Муссы Бегиева, известного татарского философа-богослова. Но если и есть какая ошибка, то небольшая, год туда, год сюда. В любом случае, свой первый и единственный детективный роман Захир написал довольно в юном возрасте, 16-18 лет от роду. Нет, Бегиев и позже писал книги. Среди изданных, например, «Зурганахлар», «Большие грехи» и «Путевые очерки о Туркестане», «Мавера Нахрда Саяхат», «Путешествие по Междуречью». Многие его рукописи не изданы и утеряны. Но детективами Захир Хазрат больше не занимался. До самой смерти он нес службу в ростовской мечети. Видимо, затаилась в душе обида, или под гнетом казанской критики Бегиев пересмотрел свое творческое кредо. Да, казанская читающая публика, скажем прямо, не приняла книжку юного автора о несчастной красавице Хадиче, павшей от трагического стечения обстоятельств. Более того, автора зло и жестоко высмеяли, по сути, подвергли остракизму. И не за неумение писать, а за саму тему сочинения и форму ее подачи. Это был чисто светский детективный роман с небольшим мусульманским налетом. Как это было непривычно! До этого из татар никто никогда так не писал. Видимо, сказалось воспитание и окружающая среда. Захир Бегиев родился и вырос в Ростове, в семье муллы, но с детства был знаком с русской и мировой литературой. Как сообщала газета «Казанский телеграф», Мухаммад Захир Бегиев, молодой человек, получивший образование в высшей духовной школе, русским языком владеет так же хорошо, как настоящий русский, образованный, умеющий вести полемические дискуссии. Помимо русского, Захир знал еще и французский, а в Казань приехал для того, чтобы получить богословское образование. Он его и получил при Озерном медресе, где за 5 лет к татарскому, французскому и русскому добавил еще знания арабского, персидского и турецкого языков. Захир Бегиев был академически образованным человеком. Но, к несчастью, Бегиев рано умер. Ему было чуть более 30 лет. Смерть его, как в самом запутанном детективе, окутана мраком тайны. Какие только версии не выдвигались, наиболее правдоподобной выглядит та, которая утверждает, что он пал от рук черносотенцев.
Захир Хазрат Бегиев не просто вел мусульманскую службу в одной из ростовских мечетей, но и вел ожесточенные споры на религиозные темы, в том числе и с православными миссионерами, как он писал в одном из своих писем. Неверные потонули в море заблуждений, в море безверия, беспечности и невежества. Но то, несомненно, что самая истинная вера есть вера ислам. Как говорится в Коране, подлинная вера перед Богом есть ислам. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.